Сейчас надо нормально сесть, чтобы вот это вот все не полетело к чертям. Всем привет, ребята! В этом видео вы узнаете только о топовых приложениях для монтажа как в Instagram, так и на YouTube. Поехали! Я в поиске хороших приложений уже на протяжении 6 лет, и через меня, можно сказать, прошло достаточно, чтобы я могла выделить, самые достойные, которые вот прям без слов. Итак, какие же приложения стоят вашего внимания? Начну я с программы VN. Она редактирует без водяного знака. Кстати, к слову, те приложения, о которых я сегодня расскажу, без водяного знака, поэтому вы обязаны ухватить их, пока они есть в свободном доступе. Как вы здесь видите, у нее есть дорожки, что уже говорит о ее расширенных функциях. Такие многослойные дорожки есть только в профессиональных видеомонтажных редакторах. Пройдемся по тому, что она может. Клеить и вырезать, это понятно. Контролировать скорость видеороликов как в определенных частях видео, так и в целом за раз все. Вам доступны нестандартные интересные фильтры, где вы, наконец-то можете регулировать интенсивность, а не как раньше, знаете, бахнул и довольствуйся тем, что есть. Не нравятся эти фильтры? Сделай их сам. Можно по нужде регулировать яркость, сочность, тени, светлые, темные участки. Одним словом, как вы фотку фотошопите, вот так можно и с видеороликом. Кстати, это редкость, где можно играть с цветокоррекцией. Скажу я вам. Следующий пункт — это текст. Здесь поинтереснее будет. Меняешь цвет как хочешь, фон, размер, обводка, интервал. Не хочешь париться? Тогда возьми готовый стиль. Они там тоже интересные. Вот, например, дата, или location, то есть месторасположение. Шрифты, их не так уж и много, но для Инстаграма, Ютуба, мне, по-моему, достаточно. База есть, всякие прописные, закорючками какие-то, полупрозрачные. И самое отвал башки, ребят, это анимация текста. Только здесь можно такое сделать. Биться как сердце, дрожать, крутиться налево-направо. И, ё-моё, плавать. Плавать, ребят. Как заставить текст плавать, вы узнаете только на моем канале. Что касается музыки, здесь предлагается программа не такой уж плохой плейлист. Спокойный, для влогов, динамичный. Не нравится? Загрузи свое. Это вообще без проблем. Звукоэффекты тоже есть, когда там кто-то пукает, звонит, пишет, гремит. В общем, вы поняли. Поворачиваете, зумируете, обрезаете, фон меняете. И самый сок — это волшебная палочка. Не зря ее так изобразили. Кстати, я только что додумалась. Это реально палочка-выручалочка. Делать эту программу просто незаменимой. Спецэффекты для ТикТока. Просто бум! Бу-бу-бу-бу-бу. Не стоит благодарности, не стоит... хотя нет, подождите-ка, ребят. С вас лайк. Я даже не знаю, как это описать. Когда вы заставляете кадр двигаться туда-сюда, стрелять или как-то вздрагивать. Да, я здорово объясняю. Или как на дискотеке есть же дискошар этот. Когда вы выгружаете свое видео, вы можете регулировать разрешение, битрейт и качество. Для людей, которые чуть глубже копнули в этой сфере, меня поймут. Какое-то блаженство, когда вы можете это все вручную делать, а не когда программа за вас все решает. Кстати, она бесплатная. Скачивайте, наслаждайтесь. Вторая программа, как вы думаете? Конечно же, iMovie. Видали, как я оделась сегодня? Специально, под эту программу. Да, о нем знают все, потому что это стандартный редактор от айфона. Он режет, склеивает, дублирует, увеличивает скорость всего на 2х. Говорю всего, потому что мне этого было всегда мало. Приходилось делать несколько проектов и увеличивать скорость по несколько раз. Но этого вам должно хватить, если вы не на YouTube снимаете, а чисто в Instagram, то да, пожалуйста. Увеличивать, уменьшать звук, сверху видеоролика говорить, есть звукоэффекты, хор, петух, часы, лягушка, колокольчик. Они все нам знакомы благодаря вайнерам, которые использовали в своих видеороликах года 5-6 назад. В новой версии появились саундтреки. Неплохие, я вам скажу, пойдет, да. Меня устраивает. Можете добавлять свою музыку, кстати, оказывается, не все это умеют. Я была в шоке. Некоторые думают до сих пор, что нужно в Apple Music покупать музыку. Я такая, здрасте. Но нет. Я вам могу снять отдельный видос, где я вам покажу пару способов, таких бесплатных, таких хорошеньких, таких действенных. Дайте знать в комментариях, если это актуально. Текст.
Анимации тут поменьше. Короче, можете отметить длительность, сколько она будет длиться, а как исчезает, появляется, она как бы сама решает. Так, шрифт по сравнению с VN тут побогаче, да, побогаче. Вот, показываю вам самые мои любимые, часто используемые. Цвет текста нам предлагают менять 3 способами: сеткой, спектром и бегунком. Ну, как бы разницы нету, как вам удобно. В эффектах ничего интересного. Ну, стандартные, как во всех программах. Фишка этого приложения в том, что вы можете менять зеленый, синий фон. Вот, вы видите этот зеленый фон? Я могу сделать, чтобы здесь рыбки плавали или еще что-то. Вот. Крутые фэнтези-фильмы снимают в помещениях с вот такими обоями. Перебивка, картинка в картинке, разделенный экран — это стандарт. Я в iMovie монтировала свои влоги, пока он меня не подвел. Мой влог остался просто без звука благодаря этой программе. Возможно, я сильно разделила клип, но раньше такого не было, это факт. Следующая программа — Mojo. Классно звучит, да? Апопедная программа для историй в Instagram. Для тех, кто хочет оригинально преподнести новую публикацию там или продвинуть через промо-акции в Инстаграме. Ребят, вы же знаете, сейчас же в моде, типа, вы текст печатаете, вот это вот чук-чук-чук-чук-чук, и звук такой. Так где вы можете это сделать? Mojo. Mojo. Мне пора песни писать. Высказать свое мнение, акции, скидки в вашем магазине и тому подобное. Что вы можете? Что здесь есть? Цвета с готовыми комбинациями. Фоновая картинка, и она анимированная. Там как будто с дрона снимают, да, океан. Куча музыки и прям вот такие на все случаи жизни. Ну прям, это я без преувеличений. Давайте посчитаем. Повседневные, летние, для вечеринки, спокойные, веселые, классические, эпичные, новостные. Тропика, новогодний, ретро. Уф. И это еще не все. Само расположение делайте, как вам нравится. Их там немало. Ну и я вообще молчу о гифках. Вот как я анимирую значки социальных сетей с моим никнеймом. Шаблоны, там их много. Сразу скажу, там они классные, там они прям сочные, интересные. И форматов дофига, и в Инстаграм, и в Фейсбук. Но они все платные. Покуха. Ранели знает, как это решить. Ранели будет не Ранели, если вам не расскажет, как это все обойти. Заходите в Про-версию и нажимаете на попробовать 3 дня бесплатно. И все. Кайфуе. Шаблоны, которыми вы воспользовались в течение этих 3 дней, остаются у вас навсегда. Бесплатно. В разделе «Мои истории», вот здесь посередине. И последняя программа, просто моя любовь всей жизни, я бы даже так сказала. LumaFusion. Я просто готова оду ей петь. Она заменила мне даже легендарную iMovie. Главным образом, чтобы выпустить видеоролик на YouTube, я делаю из нее конфетку именно в этой программе. Для человека, который хочет быстро, лайтово отредактировать видео в инсту, нет. Зачем вам лишний геморрой? Просто берем VN и Mojo и просто наслаждаемся жизнью. Усложненная версия, как в профессиональных программах монтажа. Это для людей, которые умеют уже с этим работать, для тех, кто уже знаком с Premiere Pro, Movavi, Sony Vegas. Это iMovie, Mojo и VN в одном лице. Все их функции есть в этой программе. Так, что меня здесь удивило? Внутренний дизайн в точности, как в Premiere Pro. Хотя нажимаете на вот этот значок и можно менять расположение. То есть хотите так, чтобы здесь было, хотите вот так, чтобы здесь было. Блин, объясняю, супер, огонь, да, согласитесь. Можно добавлять много-много дорожек, много. Ставить там сверху, снизу, отделять звук, клеить. Вот здесь есть такая вкладочка, которая вот так пжух, появляется, и можно контролировать всю дорожку. Можно работать одновременно в нескольких проектах и из одного проекта перегружать в другой. То есть не надо выгружать сначала в галерее, потом с галереи снова в новый проект. Нет, здесь можно с проекта на проект. Синий-зеленый фон есть, размытие видео, обалденная цветовая коррекция. Можно ставить ключики как на видео, так и на аудио. То есть вы контролируете, где появляется этот эффект, а потом с этого эффекта уже другой эффект идет. Или наоборот. Делать свои пресеты. Это очень, кстати, удобно. Это есть в фотошопе и видеоредакторах. В основном на компьютере, но на телефоне первый раз такое вижу. Дублировать проекты и самое важное, настраивать частоту кадра, формат, цветовое пространство. Что ж сказать, я нашла свой идеал. Ну что ж, ребята, я рассказала вам о всех лучших программах монтажа на мобильное устройство. И как такое приятное дополнение, в следующем видеоролике могу рассказать о тайнах
и фишках с этими программами. И они прям действительно вот о таком вам мало кто расскажет. И вообще хочу научить вас монтировать самостоятельно. Если ответ да, тогда дайте мне любую реакцию, лайк, подписка, комментарий. Я сразу пойму, и цикл видеороликов будет. И да, на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. До следующих видеороликов.